Гарлах Шамар, доброго вечора. Це Бугуль на телеканалі АТР. Ми проведемо разом з вами до 9 вечора 3 ефіри. В першому у нас трошки міжнародна тема, точніше тема пов'язана з нашим сусідом і стратегічним партнером Туреччиною, яка переживає такі нелегкі економічні часи для всього світу. Подія номер 1 вчора стало дуже різке падіння турецької валюти, яка досягла зранку 13,5 лір за долар. Я хочу пояснити, десь в 2013 році, якщо брати базовий цей рік як до війни в Україні, курс гривня-долар складав 1 до 8, курс ліра-долар той час складала 1 долар 1,8 лір. І ви розумієте, що 13 лір – це падіння понад в 7 разів. Це набагато більше, ніж українська валюта девальвувала за роки війни, хоча це відбулося в перший рік, десь 14-15 рік, тоді і стабілізувався курс на рівні 26-28 гривень, іноді доходив до 30. Турецька валюта впродовж цих же 7 років поступово девальвувала, хоча з приходом до влади 20 років тому партії справедливості і розвитку чинного президента Ердогана в Туреччині припинилася так звана двозначна інфляція, і турецька валюта дуже довго кріпко трималася, навіть зміцнювалася до 2013 року. Потім почалося сповільнення цього укріплення, скоріше навіть не сповільнення, а знеситення. І от часом це відбувалося швидко, часом повільно впродовж року. Цього року, ще на початку року, ліра складала десь 7 лір за долар, вже всередині року було 8, місяць тому 10, і от вчора було 13,5, хоча сьогодні вже трошки вона зміцнилася, але все одно курс складає близько 12 лір за долар, а це означає, що мінімальні зарплати в Туреччині, на які живуть дуже велика, майже 20% громадян, або велика частина працюючих, 14 мільйонів людей отримують мінімальну зарплату в цій країні, і вона складає $250, і за рейтингами зараз європейськими Туреччина посідає останні місця за рівнем мінімальної зарплати на рівні таких країн, як це п'ятірка країн: Албанія, Молдова, Косово, Північна Македонія, Туреччина, Україна. І поговоримо про те, як це відбувається на внутрішній політиці з Тогрулом Ісмаїлом, доктором політичних наук, професором університету Кахраман-Мараша. Як шамлар? Як шамлар. Тогрулбей, на русском будем говорить о ситуации с валютой турецкой. Тут два мнения можно услышать от представителей, в принципе, единой правящей коалиции. С одной стороны, президент Эрдоган считает все нормально, оправдывая тем, что более дешевая турецкая валюта стимулирует экспорт и увеличивает экспортные поступления и дает стимул для экономического роста. В то же время его партнер по коалиции Девлет Бахчели называет это атакой внешних сил. Так все-таки это атака внешних сил или политика правительства по удешевлению турецкой лиры? И то, и другое. То есть нельзя одно отделить от другого. Во-первых, надо учитывать фактор пандемии. Сегодня в мире пандемия. И вы знаете, что практически во всем мире сейчас экономическая нестабильность. Это особенно в энергетической области и в других областях. С другой стороны, президент Турции долгое время настаивает на том, что процентная ставка банковской системы должна уменьшиться. Обычно учитывая тот фактор, что это, когда ставка большая, инвестиций в экономике нет, и все обычно занимаются, так скажем, да, самым простым способом разбогатеть за счет процентов. Ну, естественно, это финансовым кругам не очень нравится, поэтому вот такие процессы есть. С другой стороны, конечно, здесь надо учитывать тот фактор, что экономика Турции, она очень связана извне, требуется постоянное, так скажем, свежее поступление свежей валюты, так, если можно выразиться. Поэтому и скудность энергетических ресурсов, сырьевых моментов, оно вот таким образом сказывается. Так что
И здесь учитывать надо и тот фактор, что Соединенные Штаты Америки последние годы отношения с Турцией не очень ладные. И начиная еще с периода Обамы, особенно Трамп угрожал Турции санкциями. Есть определенные санкции по отношению к Турции. И, естественно, Байден тоже, при Байдене тоже вот политика, такая же политика продолжается, отношения ухудшаются, и это, конечно, негативно сказывается экономике. Вот основные моменты, вот так, если так можно выразиться. Да. Но основной факт то, что президент страны все-таки считает уменьшение процентной ставки, вот, которая вот таким образом ну, как скажем, подействовал на падение турецкой лиры одновременно. Сейчас у меня к вам вопрос как к политологу, человеку, который изучает политику как науку. Мы сейчас не говорим о конъюнктуре и быть сторонником или противником той или иной партии. Да, мы смотрим на политологическую науку. Она больше нам рассказывает, конечно, что, как важно для демократии разделение властей. Один из такой столпов современной рыночной экономики – это независимость Центробанка. И, насколько я понимаю, уже весь мир знает о том, что фактически Центробанк вручную управляется президентом страны. Насколько вы считаете, это эффективная модель управления для Турции? Потому что есть просто показатели. Турция находится в зоне риска, как одна из самых рисковых стран экономики перед дефолтом, как на уровне Аргентины и Венесуэлы. Мне кажется, ну, это весьма печальные показатели для какой-то страны, которая в 2013 году опережала многие страны Евросоюза по темпам развития и приближалась по социальным стандартам уже к польскому уровню, и такой сильный откат произошел за эти 7 лет. Спасибо за вопрос. Как политолог я скажу, что, конечно, если объективно, тем более я независимый специалист, я ученый, то есть я не представляю никакой партии, так что для меня это не проблема, я выскажу только свое мнение, свой взгляд. Турция перешла в президентскую систему правления, и, естественно, многие моменты изменились с этого периода. То есть, когда переход был в президентскую систему правления, разговор шел о том, что это даст новый виток развития экономики, новой политической ситуации и так далее. Ну, в принципе, я как ученый всегда считаю, преподаю этот предмет, система управления государства, так называется предмет, то есть парламентская система или президентская система или полупрезидентская система. Все виды, в принципе, хороши и имеют, конечно, само собой свои недостатки. Вот турецкая модель, она новая, и в этом смысле я бы хотел отметить, что многие моменты еще не стали так сказать, на свои места, и очень много проблем. Независимость Центрального банка, она понятие, так скажем, условное. При парламентской системе, парламентской Турции, вот парламентарской Турции, опять же, назначение главы Центробанка происходило, то есть предлагал президент страны. Тоже ситуация не изменилась в этом вопросе тоже. Просто Эрдоган как президент, как всегда старается вести политику, которую считает сам нужным. Законно или незаконно, я считаю, что это законно, это его действие. Для этого есть оппозиция, для этого есть парламенты, которые сейчас критикуют президента страны за его экономическую политику. Например, Народно-республиканская партия считает, что сейчас Турция находится в экономическом кризисе, и партии, или как перевести, хорошая партия, тоже так считают. Другие, все практически оппозиционные партии считают, что в основном считают, что экономический кризис существует, для этого нужно новые выборы, досрочные выборы, а вот правящая партия и ее союзник, то есть партия справедливости и развития МХП, то есть партия национального движения, они считают, что никакой безопасности для экономики страны нет. Есть определенные моменты, политика, которая проводится экономикой, а в частности сторонники Эрдогана считают, что экономисты в основном говорят, что
все контролируемо, такое бывает, но дело в том, что и то, и другая сторона, вот политические силы, они высказывают и своим взглядом приводят определенные доказательства, примеры и так далее. То есть ситуация нынешняя такова, как я специалист могу сказать. Но политическая ситуация нормальная в стране, стабильная, так скажем, это как политолог для меня нормально. Следим за событиями. Если, конечно, и общество, общественность тоже будет считать, что сегодняшняя ситуация – это кризисная ситуация. Конечно, были какие-то очень малочисленные протесты и так далее. Но, видите, пока, и слава богу, массовых таких беспорядков нет, и массовых протестов нет. Тем более оппозиционные партии тоже выступили против за уличных шествий, потому что это может привести еще более, так скажем, определенным проблемам, которые в дальнейшем очень сложно будет контролировать. Турция сложное государство. Вы знаете, очень много различных террористических групп вокруг и внутри страны ждут, когда что-нибудь произойдет, чтобы сразу войти, делать в русло и так далее. Я думаю, что вот это все сказывается в этом. И, естественно, обратить надо и внешнюю политику тоже. То есть отношения, особенно с Соединенным Штатами Америки, с ЕС сегодня не самые лучшие, которые так тоже чувствительно, так скажем, ударяют по финансовому сектору страны. Видите, дело в том, что в основном, когда ставки высокие, ну, практически инвестиции не бывает, и они уходят в банковскую систему. То есть система финансирования, кредитования и процентных ставок. Они очень высокие были, и поэтому Эрдоган всегда выступал против. Да и оппозиция выступает против таких ставок. Ну и как специалист я могу считать, что раз руководство страны взяло курс на такую политику, значит, она взяла на себя и всю ответственность за это, и все риски учла. В противном случае это грозит, так скажем, если так можно сказать, новым политическим кризисом, то есть экономический кризис может привести к политическому кризису, что даст в дальнейшем приведет к досрочным выборам в стране. Вы сказали о мнении политических сил, сказали о малочисленности протестов. Наверное, для Турции протесты сегодня не могут быть показателем довольства и недовольства в связи с тем, что специфика страны такова, и после событий 2016 года, попытки переворота Летнего, все массовые акции достаточно сильно контролируются государством. Нет, я не соглашусь с этим. Достаточно нет. Дело в том, что существует система профсоюзов и другие системы. Кто сейчас больше пострадал от этой экономической кризисы, это малоимущее население и средний класс, и госслужащие. Ну, правительство, сейчас очень спор вокруг минимальной зарплаты, которая потерялась практически вот, под давлением инфляции. Сейчас и оппозиция, и правительство выступают за то, что увеличить эту минимальную зарплату с учетом инфляции. Ну, кроме того, вы тоже опытный человек, который жили в Турции, знаете, что правительство страны, конечно, может быть, не в тех ставках, которые сегодня, например, очень большие, там, скажем, высокая инфляция, но в целом профсоюзы всегда договариваются с правительством о увеличении зарплат государственных служащих, ну и у тех, кто получает зарплату, вот если так можно. Я все-таки не успел сформулировать вопрос. Есть ли замеры общественного мнения? Как оценивают свое экономическое положение граждане Турции? Какие их оценки? Есть ли вот какая-то, прослеживаете ли вы динамику большего недовольства экономическим положением или ошибочности нынешней экономической политики? Есть ли такие исследования? А мы говорим сейчас не о политике, уже о социологии. Ну, вы из меня сделаете сейчас и экономиста, и политолога, и социолога. Спасибо, Осман. Ну, во-первых, надо сказать, конечно, я же сказал, прежде всего такая инфляция ударяет по карману малоимущих и среднего населения. Кто зарабатывает? Ну, то есть, кто живет на зарплате? Практически
зарплата упала где-то на 30%, да, вот, снизилась. Это ударяет по всем, то есть все госслужащим, вы знаете, что и университетские преподаватели тоже в Турции, государственного университета, они тоже считаются госслужащими. Так что все в этом смысле чувствуют в себе удар вот этой экономической кризисы, инфляции, девальвации, что хотите скажите. И цены растут очень сильно. Ну, здесь я еще раз разнообразные факторы. Например, сегодня на 1 лиру увеличилась практически цена на бензин, на соляр, на солярку и так далее. То есть это тоже ударяет по карманам граждан. Недовольство растет, еще раз говорю. Если вот правдивы ли вот новости о том, что кое-где вводят квотирование и ограничения при продаже продуктов, даже, ну вот как бы такое обычно бывало в социалистических системах Турции, этого не помню. Я читал, что в Турции в 80-е годы были тоже ограничения и по квотированию. Есть ли это правда или это неправда про то, что некоторые продукты продают в ограниченном количестве? Ну, честно говоря, я живу в Анкаре, вы знаете, да, в стране, и езжу как Kahramanmaraş, там работать, и там, и здесь пока каких-либо ограничений нет. Но есть государственные, как скажем, магазины, которые, ну, более-менее низкие цены там. Вот там вводятся ограничения для того, чтобы, ну, как бы для справедливой распродажи вот так дешевой продукции. А так в нормальных маркетах вы спокойно идете, что хотите, покупаете. Я пока не чувствуется. Ну, может, кризис в дальнейшем ударит, я не могу сказать. Это, еще раз повторю, это не моя специальность. Там, я не сильно слежу за процессами. То есть слежу за процессами, что происходит, а как, ну, не экономист, и не могу сказать, к чему это приведет, как это будет. Я тоже слушаю из экранов телевидения, но как гражданин страны, ну, естественно, это девальвация или падение турецкой лиры ударяет и по нашим карманам тоже. В принципе, это есть. Давайте тогда поговорим о влиянии на большую политику и на турецкие внешнеполитические, скажем, движения. Вот с большой помпой принимали вчера фактического главу государства Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бин Заеда эль-Нахяна, которого турецкие провластные медиа еще там несколько лет назад называли финансером 15-го, то есть как бы июля, и мы знаем, что очень тяжелые были взаимоотношения у Турции со странами Персидского залива, с богатыми странами. Мы знаем о Саудовской Аравии, которая фактически год как объявила бойкот против турецких товаров односторонний, хотя Турция продолжает покупать товары в Саудовской Аравии. И тут как бы мы не относились к Эрдогану по-разному, мы понимаем, что в некоторой степени Эрдоган выступал в принципе таким, знаете, защитником даже демократии и свободы слова. Мы помним, наибольший удар принесли этим взаимоотношениям убийства Джемаля Кашокчи на территории посольства в Стамбуле. Фактически Эрдоган поднял эту тему на весь мир, хотя мир попытался немножко забыть эту тему, понимая, насколько важна Саудовская Аравия в плане энергоресурсов. И вот Эмираты, один из партнеров Саудовской Аравии, и, скажем, и ее лидер, фактически принц Абу-Даби, эмир Абу-Даби, который 10 лет не посещал Турцию, он посетил ее. Сегодня говорили о встрече министра торговли с Турцией со своим коллегой из Саудовской Аравии. Что происходит вообще? Кто инициатор этого потепления? И будет ли за этим экономическая составляющая? Ну, во-первых, инициатор, опять же, сам президент страны Эрдоган. Насколько мне известно, он пригласил. И встреча состоялась в Турции. И я думаю, что стороны договорились, заключили более 10, по-моему, договоров на общую сумму $10 миллиардов. Это, с одной стороны, экономически очень нормально. Сразу же доллар упал, то есть стабилизировался, так сказать, в определенном смысле этого слова, то есть в ожидании поступления новой, так скажем, валюты, живой валюты, вот, если так можно выразиться, в страну.
Но, с другой стороны, конечно, отношения были не гладкими между Турцией и странами залива. Ну, видите, меняется время, проходит, меняется ситуация в регионе, меняется актуальность некоторых вопросов. Сейчас актуальности противостояния для Турции, Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов нет. И поэтому я думаю, что есть постоянно, и видите, и сразу же наладилось отношения, и Турция до этого стала наладиться отношения с Египтом. И в определенном смысле продолжается налаживать отношения различными государствами. То есть с постепенно снижением определенных напряженностей по определенным направлениям вопросы становятся все, то есть конфликтность некоторых вопросов становится более-менее более спокойным, и поэтому страны могут найти общий язык. Я хочу напомнить, что, помните, в свое время Турцию критиковали и за Катар тоже, что почему Турция сотрудничает с Катаром и так далее и тому подобное. Ну, в нынешней ситуации, я думаю, что вот как раз Турция всегда этому стремилась, улучшить экономические связи со своими странами. Ведь не только это, я напомню, что и создание, то есть переименование в организацию тюркских государств, этой организации, как ни странно, вот, несмотря на то, что Турция пытается наладить отношения именно с тюркскими государствами, сейчас в экономическом плане объем торгового потенциала этих стран, экономики Турции составляет всего лишь 3%. И я думаю, что вот это те моменты, которые Турция в свое время просто упустила, и сейчас пытается догнать или, скажем, или увеличить объем товарооборота с этими странами. Я думаю, что это нормальное явление. Политика, сами понимаете, она не имеет, как в свое время англичане говорили, нет постоянных врагов и друзей, есть постоянно, то есть выгоды, да, там свои. Так что здесь все надо учитывать тот фактор, что какая ситуация нынешняя находится в регионе, какие проблемы, какая тематика сейчас выходит вперед. С этой точки я считаю, что Турции нужно и необходимо налаживать отношения практически со всеми странами региона. Это очень важно. Ну, я здесь хочу напомнить, что Турция пытается наладить отношения с Арменией тоже. Но, к сожалению, видите, армянская сторона, хотя Армения это не экономическая сила, но все равно армянская сторона сейчас немножко в кавычках, если можно так выразиться, капризничает. То есть меньше конфликтов вокруг, это спокойствие, это выгодно турецкой экономии прежде всего. Еще раз говорю, Турция просто страдает от любых конфликтных ситуаций в регионе. И, например, Черноморский кризис, украинская тематика, крымский вопрос, все это таким же образом сказывается на чувствительной экономике Турции.